Здравствуйте. На судебное заседание пришел. 512. Я это не буду обсуждать. Как это не куда же полицию вызову, да и все. Без разрешения. Я не в процессе сейчас нахожусь сюда. А это общественное место. Что, со мной спорить будете, что ли? Вы сначала должны доказать, что я снимаю что-то. Снимать законом не запрещено. Запрещено вылаживать в открытый доступ. Вот там. Это не закон, это распоряжение. Я должен подчиняться только законным требованиям. У вас маска есть? У нас Есть. законные требования. Придумали какие-то правила. Председатель суда. Что, он законодательный орган, что ли? Печати у вас, видите? У вас даже печати должны быть настоящие, быть мокрые печати, если вы ссылаетесь на правила. Я уже судился по этому поводу. До Верховного суда Якутии дошел, и Горева все отменило. Хотя здесь была... Сейчас Летучек, председатель Верховного суда. Но пусть он и в Верховном суде и запрещает. Причем здесь вот этот... Ну, во всех судах, так, прочтите. Да я знаю, я знаю. судах. Ну я знаю, я с этим судился 2 года назад. Все отменили, все ваши штрафы отменили. Все ваши протокола, эти ФССП, которые сделал, все отменили. В процессе, если судья запретит по ходатайству, я, конечно, не буду снимать. ВОЗ делает рекомендацию. Маски носить только больным. Нет, эти же чудики все перевернут сверх ноги. Судья сказал без камеры только пропускать. Ну пусть она выйдет, она мне скажет. Пусть она выйдет, скажет. Ну, номер помощника сейчас выдадут. Угу. Помощник скажет. Она может запрещать только в процессе. Я не запрещал, она вот сама сказала. Без камеры. У нас судьи что, законы, да, сами придумывают на месте прямо. Спросите у нее, на что она ссылается о запрете проноса видеокамеры. Да никем не запрещено это по закону. То, что судья сказал, он здесь никто вообще, он в своем кабинете только судья. В процессе. Есть судебный процесс, есть порядок подачи ходатайств. Судья должен выносить мотивированный отказ, письменный. Все, потом это обжалуется. Есть правила. Да, эти правила ничего не значат. Значит, как не значит. Верховный судья. Ну и кто и верховный судья? Такой же завхоз по всем завхозам. Распоряжение Верховного. Да нету такого. Есть, ну, прочитайте там. Есть. Да я уже судился по этому поводу с Горевой. Вот такие же филькинограммы висят во всех мировых судьях, в городском суде. Причем здесь Горева была и вот эти все суды. Совсем разная подсудность. Это та верховный судья, которая мужа своего ДТП, да, покрывала. Ясно, стала судьей Летучих. Реализация конституционного права граждан на судебную защиту. А как же статья 29.4? Все только пишут, вот чтобы это мировой общественности глаза замылить. А по факту творят, что хотят. Зачем пишете эти бумажки свои? Конституции всякие. Позорники государства. Где они тут прочитали запрет пронос видео аппаратуры? Что хотят, то и придумывают на ходу. Где здесь приложение? Здесь нету приложения вообще никакого. Здравствуйте. А заявление на судей вы здесь принимаете, да? Жалобы на судей здесь принимаете? И на председателя тоже, да? Суда. Хорошо. А на вот этих вот людей тоже принимаете, на сотрудников? Хорошо. Нету ничего, я прочитал все. Не нашел. Там написано приложение к этому нету правил. О проносе. Вот фотосъемка, допуск здания, сюда как представитель средств массовой информации. Также вы же
председатель суда должен предоставить, что вы имеете право нести Я камеру. участник процесса. Я участник процесса. Здесь это не работает. Но я вам уже объясняю, что вы не имеете права сейчас вот это. Видеокамеру, пожалуйста, Ну оставьте где и написано? будете- Вы мне покажите, я тогда соглашусь с вами. Что вы имеете у меня изымать... аппарата суда, ответственность за взаимодействие с местами массовой Это к СМИ относится. Вот смотрите, по решению суда. Я сейчас не являюсь слушателем. Это слушатели СМИ. Но я не имею права вас пропустить, что, потому что у вас... На чем вы основываетесь? Законное требование. Где оно написано? Ну вот вы ссылаетесь на этот нормативный акт. Где? Хоть он не законный никакой. Извините, я не могу пропустить. Ну как вы не можете? Со слов, что ли? Вы подчиняетесь вот незаконным, значит, приказам какой-то судьи, да? Вот как фашизм был. Гитлер пришел к власти, отдавал приказы. А потом на Нюрнбергском процессе говорили, а мы что, мы выполняли приказы. Вот так же было. Ну, будем полицию вызывать. Пусть протоколы пишут. Здравствуйте. Вы по вызову приехали, да? Лагунов. Лагунов. Да. Ага. Что случилось? Какие вопросы? Что? Ну вот, во-первых, у нас, значит, судебный пристав, да, вот сидит, смотрите. У него значок, а на жетоне вообще номера нету, посмотрите. Нет. Они не пропускают, Суд вызова. они не пропускают в суд. А у вас есть? У меня есть повестка, да, повестка. Покажите. Ну, суд. Покажите. Потому что у меня видеокамера надета. Они говорят, снимай видеокамеру, сдавай нам, мы тебя пропустим. Ага. А в чем проблема? Как в чем? Нарушаются мои права. То, что вы в видеокамере, Пронос видеокамеры не запрещен законом. законом не запрещено. Да. Ну, я уже заявление написал, в принципе, да? Вот. Угу. Так, Лагунов Иван, да? Угу. Я прибыл сюда в 10:28. У меня в 10:45 назначено судебное рассмотрение дела, да? Я должен был ознакомиться до начала судебного заседания, то есть время мне нужно было. Я их попросил составить протокол, да, если я что-то нарушаю. Они отказываются. Они даже мне не могут пункт. Не видно, да? Ну, печать это что такое вообще? И приложений нету к этому. Они ссылаются на какие-то приложения. Где они? Когда я захожу на судебный, когда я захожу на судебный процесс, я в суде подаю ходатайство. Если она его отклоняет, то я убираю технику. Все. Получается, смотрите, это уже, во-первых, не общественное место. Это общественное место. Здание, служебное здание, Нет. судебное. Кабинеты это являются этими, ну, могут они там Это запрещать. здание городского суда, это уже служебное Вот, помещение. смотрите, стенды для информации. Человек может пройти познакомиться? Вот Я стенд все для понимаю. информации. Я уже Я поэтому ни- садился. никого не за, против не буду, за. Пусть, Я нет, вас я просто согласен, я заказываю. согласен, я с вами, с вашей позиции тоже согласен. Я попросил, составьте протокол, привлеките меня к ответственности, что я нарушил. Вы могли подойти без камеры, уже зайти туда и уже председатель... Нет, я фиксирую на начальном этапе, потому что 3 года назад меня судебные приставы в мировом этом побили, затолкали меня в каморку, там прямо вот 40 какой на Курашова участок, да, там получается проход, и сразу у них рядом каморка судебных приставов, там камер нету, меня туда затолкали и побили. Потом я ничего не доказал. 4 года назад. Ну, хорошо, давайте тогда со слов запишите протокол устного принятия устного заявления есть у вас? Согласно 547 приказу МВД. Протокол принятия устного заявления. Нету такого устного заявления. Ну, приказ МВД 547. Федеральный закон номер 3 полиции прекрасно. Я знаю. Статьи 12 обязанности. Я обязан принимать заявления и сообщения о преступлениях, Так. происшествиях, да? В том числе в устной форме. В том числе в устной форме, но нам нужно объяснение взять с вас. Письменное. Сейчас я объяснения никакие давать не буду, потому что я все указываю в заявлении. Заявление устное сейчас так такового нету. Объяснения дают при уже когда разбирательство идет, кому отписано дело. Понимаете? Меня вызывают повесткой, я Вы прихожу. понимаете, что Я знаю. в устном порядке вы все равно ничего не добьетесь. Как Этим не добьюсь? заявлением, Ну как не объяснением. добьюсь? Ну конечно. Надо все равно в письменном порядке Ну, все это. протокол зафиксировать. принятия устного заявления. Протокола такого нету. Я вам еще раз говорю. Можно ваше удостоверение? Вы о чем? Я сомневаюсь, что вы сотрудник полиции. Вы работаете или я работаю? Я знаю законы просто. Законы знаете. Так, старший сержант полиции Колосов Иннокентий Валерьевич, полицейский. Я тогда делаю заявление, чтобы сюда направили участкового. Все. Участковому я буду давать объяснение. 736 приказ МВД, пункт 14. Принятие устного заявления.
посмотрите внимательно. У вас должен быть, вы сейчас не укомплектованы, я тоже на вас заявление напишу. Вы не укомплектованы, у вас нет протокола принятия устного заявления от гражданина. Вы сами сказали. Не обижайтесь просто. Имеете право. Конечно. Вы участковый, да? Участковый со второго отдела Константинова. Что случилось? Пожалуйста, исполните ФЗ номер 3, пункт 5. А для чего это? Не знаю. Ну, у вас же по заявлению я пришла. Вы сказали то, что вас не пропускает в суд, да? Вот я уже все объяснил, вот у меня заявление. Вы еще раз объясните. Да, ну я сейчас с девушкой, вы можете быть свободны тогда. Вы мне не нужны. Можно? Да, можно, конечно. Вот обратите внимание, вот человек, который мне сразу запрещал проходить, да, у него, значит, жетон, обратите на жетон, что там отсутствует номер вообще на жетоне, он стертый. Вот так вот затертый специально. И отказывается предъявить удостоверение, представиться. То есть я не знаю даже на кого мне писать, как на установленное лицо получается. Здравствуйте, Виктор. Забыл. Ну, неважно. Вот сотрудник, который, вот, смотрите, вот у него жетон со стертым номером. Как он? У нас у всех такой вот. А почему? Ну, не знаю. Как вы выходите на смену? Ну так, такие выдали отдел кадров. У вас понятно, у вас даже номер не пропечатан, а вот у него-то был пропечатан, почему он затертый? Вижу номер появился. Ну почему он не видный? 240. Не видный, почему? Ну, отдел кадров надо спросить у вас. А Не с нас. вот вы как старшей смены, как вот вы допускаете выход сотрудника без вот, чтобы его идентифицировать как-то? И почему он отказывается предъявить удостоверение? Почему? Я не отказывался. Ну вы мне отказывались Я же, предъявить. я же работал, понимаете? Нет, вы когда со мной работаете, да, проводите какие-то вот мероприятия, когда я здесь стоял, Я же не отказывался. ну как не отказывались-то? А сейчас вам что надо делать? Что вам надо? Вот на кого мне писать? Вам писать заявление или на ваше вышестоящее руководство Никифорову? Никифорову может написать, или лучше Кондрашвили 7, начальнику отдела. Заявление могу здесь написать, вам передать. Почему? Мы не канцелярия. Как вы говорите, опять исчезнет? Не исчезнет. Вы же старшей смены. Старшая смена. Вы обязаны принять любое заявление от посетителей суда. Нет, почему? Я же не канцелярия, я не могу. Ну вы передаете там, регистрируете, а анализировать потом меня что-то. информируете. Там канцелярия есть, заявление пишите, и там ревизируют номер, как положено. Ой-ой-ой-ой, разве здесь торговля, а разве вот эта торговля разрешается? Это же тоже нарушение. Как вот продуктами они сейчас в пандемию занимаются? Смотрите, товары у них не промаркированные. Нарушаются технические регламенты таможенного союза. А что вы смеетесь-то? Вы же в суд пришли. У вас пирожки не упакованы. У вас салаты не промаркированы. Даты производства нету. Вы свои удостоверения предоставьте мне. Будем полицию вызывать, да? Или вы сами составите протокол? Вы мне дайте свои документы, предоставьте. На каких основаниях вы меня требуете что-то? Почему я требую? Я делаю замечание вам. Какой документ вы мне предоставьте? Почему судебные приставы бездействуют? Вас что, обидели здесь, что ли? У вас все, да, Иван Васильевич? Нет. Все решили, нет? Нет. И целый день будете здесь стоять, и что-то Целый, целый день. Я же здесь сидел, писал заявление, они мое место заняли. Вот что. Я хочу там сидеть. Я вас вот специально с документами сопоставила. Это же для посетителей, это же не торговый лоток. Ну, я вас с места не гнала. Ну как вот Стоите мою сумку здесь. убрали сюда? Я не убрала, он там и стоит. Сейчас тут все будет жирно, и сюда будут люди, посетители, садиться своими штанами. Ну что такое-то? Это же не организованное место для торговли. Тем более в здании суда. Как вы вот печетесь о правилах? Давайте посмотрим правила суда честные. О, уже убрали их. Кстати, я ваши правила не брал. Вот видите, да? Последний участковый смотрел их. Вот как вот это допускается, скажите? Почему у вас в Якутске такая мафия? Все друг друга прикрываете. Нет, вы посчитайте, Ну, законы есть. конвойное подразделение. У нас протоколов даже нет. Я не могу составить.
Ничего. Вот, понимаете, вот происходит нарушение торговли, а полиция покупает при этом. Где маркировка? Согласно таможенному регламенту. Вы сами для себя вот продукты покупаете, вы отравитесь. Что вы будете делать? Почему предприниматели штрафуют за этот коронавирус? Такие штрафы огромные. А вот тут вот на ходу вот чей-то человек, да, родственник работника суда, вот этим занимается. Это же коррупция. Я им делал, они вообще бездействуют. Ага. Они говорят, Вот это это- администратор суда разрешил. Да, здание суда. Да. Понимаете? Понимаете, у них как отдельное государство здесь. Ну, Почему полиция это бездействует? как без них? Ну, маркировки нету, банально. Когда оно произведено, вы же не знаете ничего. Вы сами отравитесь. У меня ребенок чуть не умер от вот этой вот некачественного этого. А вы говорите, 3 года продали этот, как ее называется. остановили. Вот посмотрите, Выбора нету. где маркировка Я товара, понимаю вас. где состав, кто производитель-то. Вы даже не знаете, кто производитель. Почему бездействуете? Откуда брать? Вот, видите. Покупаю каждый. Как вы это покупаете? Вы отравитесь. Откуда покупать еще? Откуда покупать? Скажите мне. Откуда покупать? Но если администратор заботится о вашем питании, да, они обязаны заключить договор с каким-то поставщиком проверенным, понимаете? Нет уже. Контролирующие органы должны этим заниматься. Вас отравят, вы вот безопасностью, да, печетесь про проход террористов, а вот террористы вам приходят, приносят. Это суд пристав. Ну, я вот, ну что, я неправильно говорю? Ну, человек захочет и отравит вас всех тут. Где безопасность-то? Где противодействие терроризму-то, или как вас там называется-то? Вас отравят тут всех, и все. Всех сотрудников отравят. Вам хоть чеки-то выдают кто-нибудь, да? Выдают, да? Я сейчас тоже что-нибудь куплю. А вот это прокуратура, наверное, да, у нас? Сотрудник прокуратуры? Да. Можно к вам обратиться? Вот посмотрите, нарушаются правила торговли. Полиция отказывается принимать заявления. Дежурного прокурора сказал, сообщается. Товарищ прокурор, я ему объясняю, я с конвойного подразделения. У нас протоколов вообще нет. Таможенный регламент маркировки товаров не соблюдается. Объяснить, позвоните 02. Вот это вот торговое место никак не обустроено, разрешений нету, соответственно, контролирующих органов. На сайте прокуратуры Где города вы? есть дежурный прокурор. Да понятно, кто вот этот человек, который продает? У него даже беджика нету. Ну, прокурор убежал, ему не интересно. Защита интересов и жизни граждан. Вот смотрите, это же антитеррористические как раз мероприятия, ваша задача. Отравят всех сотрудников. Салатик мне продайте, пожалуйста, вот этот. Куда я терминал делаю? 70. Это вы, Карта? вы сами, да? Из головы 70, да, взяли? У вас ценников нету, маркировки нету, даты производства нет. Кто что, кто изготовитель? Вы можете потрогать даже, они теплые, А? горячие даже. У вас что за карта? Ну, там все есть. Человек вытащит, посмотрите, откуда все что. Сейчас посмотрим фамилию. Арт-кафе, доставка. Тем более, это же не какой-то частный предприниматель. Девушка, извините, вот здесь вот торговали продуктами, да, сейчас? Там скамейка в масле. Они за собой не убрали даже. Сделайте кто-нибудь, продезинфицируйте и уберите это все дело. Там люди, уже человек здесь, мужчина сидел с папкой документов. Кто-нибудь здесь продезинфицирует вот это место? Или это все будет вот от продуктов грязное?